Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто совсем скоро выйдет на связь? Кто вам будет звонить, либо писать, а может быть и лично появится к вам на порог? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, девчонки, открывайте дверь. Прям так четко показали, да, что человек у вас уже на пороге. Причем, смотрите, как интересно показали. Вот она, вы прекрасная стоите в чудесном платье, вся такая из себя. И здесь вот он, мужчина. Причем, смотрите, с каким огромным подарком. Мужчина, который будет делать вам подарок, однозначно. Мужчина щедрый, мужчина активный, мужчина, который очень сильно по вам соскучился. Либо, девочки, мужчина, с кем у вас прям накануне, буквально там несколько дней назад состоялся достаточно серьезный такой спор, где вы ему все высказали, все ему рассказали, указали на дверь, да, сказали: да ты такой, да ты всякой, да ты жадный, да ты меня не любишь. В общем, выставили его. Мужчина решил вам и приятно сделать, и что-то доказать, и расположить, и влюбить, и завоевать вас либо впервые, либо заново. Да, потому что вы все разные. Кто-то уже в отношениях с этим человеком, а кто-то только лишь подходит к отношениям с этим человеком. Он вас будет превозносить. Он себя какую-то принижающую, на ступеньку ниже позицию ставит, а вы, получается, на высоте. Девочки, к сожалению, по имени я сказать не могу, потому что вы все разные, и имена тут, соответственно, разные. Мне показали, что с этим человеком у вас было либо недопонимание, либо даже какая-то конфликтная история, буквально вот совсем недавно, да, совсем недавно, ну максимум месяц назад, но не больше, чем месяц назад. Также отыграется у тех, если девочки делали шаг навстречу мужчине, либо какие-то сигналы, маячки посылали, а он никак не отреагировал, тоже отыграется. Этого мужчину вы 100% знаете, этот мужчина есть в вашей голове, он есть в вашем сердце. И есть даже вот какая-то обида до сих пор на этого мужчину сохранилась. Смотрите, этого мужчину подговаривает какая-то женщина. Либо подговаривает, либо подготавливает, либо дает ему какие-то наставления. Вот как вас добиться, как вас расположить к себе. И тот подарок, который он вам подарит, это 100% ее подача. Подача. Вас, кстати, очень удивит его подарок. Вы ждете от него чего угодно. Да? Либо вы могли бы ожидать чего угодно, но только не такого интересного и важного для вас подарка. Будет сомнительно, будет подозрительно, я вам уже ответ сказала. Какая-то женщина ему помогает. Кому-то помогает сестра, кому-то помогает мама, кому-то помогает, может быть, ведающая женщина, к которой он обратился по поводу ваших отношений. Знаете как? Он понял, что он вас теряет. Он понял, что поезд уходит, а он остается на перрончике. Такой одинокий, никому не нужный. Понял вашу ценность, понял вашу значимость его жизни. Вообще он сейчас очень боится. Вот вы переживаете, вы обиженная, а он очень сильно боится. Боится, что вас потерял, боится, что не простите, боится, что вас кто-то заберет, украдет, переманит. Очень сильно боится. Будет делать подарки, девочки, и удивлять, и задаривать, и вести себя совершенно по-другому. Не так, как было до. До он как-то вел себя, просто краев не чувствовал. Ему казалось, что вы никуда не денетесь, ему казалось, что вы уже у него, как говорится, в кармане лежите, поэтому он сильно не напрягался. А вы не стали терпеть, вы так фыркнули в его сторону, указали ему на дверь, да, либо высказались о нем очень, в спорном, да, разговоре, вот, и напрягли его, девчонки. Ждите, вот он уже на пороге, не сегодня, а завтра точно появится, и с вот этим огромным подарком.
Так, еще один человек, но этот скорее будет писать. Это мужчина, с кем у вас либо какое-то поверхностное знакомство, либо в принципе вы не знакомы. Скорее всего, как-то он вас в интернете нашел, может быть, подписался на вашу страничку, может быть, какой-то сайт знакомств. Каждого по-своему отыграется, да, я не могу вам четко определить. Но этому мужчине вы очень понравились. Мужчина будет пытаться с вами знакомиться, он будет вам писать, причем заходить откуда-то издалека. Он, кстати, опытный в плане знакомств по переписке. Скорее всего, будет даже что-то вам предлагать. Предлагать свою помощь, предлагать свои услуги, предлагать свои какие-то знания, умения. Что угодно будет предлагать, лишь бы с вами немножечко сойтись, познакомиться, вас к себе расположить, как говорится, да, чтобы вы немножечко так открылись перед ним, и потом уже перейдет к сути. Вы ему очень понравились, фотография ваша понравилась, понравился ваш стиль, понравились ваши глаза, да, свечение ваших глаз. Будет пытаться с вами знакомиться, как-то по-хитрому. Так, интернетный любовник, назовем его так. И еще один момент, о котором вы должны знать. Какая-то подруга ваша, женщина-подруга, либо женщина-родственница, она на вас очень сильно обиделась. И ей очень сильно хочется вам что-то в глаза высказать, какую-то претензию, какую-то свою обиду. Женщина ищет повод, либо начнет с какого-то повода разговор, а потом будет эту свою обиду проговаривать. Девочки, конфликтовать с ней не надо. Не надо. Просто какое-то недоразумение. Здесь нужно сесть и разобраться. Успокоить ее, сесть и разобраться. Здесь как личное идет. Я вижу, что она от вас немножко отстранилась. Какие-то холодные отношения от нее идет. Это какая-то обида на вас, за что-то она обиделась, разобиделась. Подруга, либо родственница, женщина. И еще, мои хорошие, вы должны знать, что у вас буквально со дня на день наступает какой-то очень светлый период в жизни. Период, когда, цветут цветы, цветут сады, на душе у вас какая-то весна. У одних будет связано с этим товарищем, который сделает вам подарок и которого вы простите, а у других будет связано с какими-то достижениями, либо успехами в работе, либо в учебе. Когда вас будут отмечать, когда вас будут хвалить, когда вам что-то будут прям такое очень вкусное, заманчивое, либо очень желаемое вам будут предлагать. Прям вышел рок изобилия, который фонтанирует, но фонтанирует в левую сторону. То есть вы этого не ждете. Вы не ждете таких предложений, либо не ждете такой прекрасной активности со стороны мужчины. Так, и еще хочу на оракуле посмотреть для вас советик. Потому что вы такая сейчас стоите с закрытой дверью и не знаете, что вам делать, как вам правильно поступать. У многих сейчас сомнения. Вы закрыли дверь, но не до конца, да, и вы думаете, как закрывать, идти в будущее, либо еще там в прошлом что-то есть для меня важное и полезное. Как мне поступить? Для вас совет по поводу этой двери. Так, совет очень классный. Совет, смотрите, 2 начинания. Вы, мои хорошие, не спешите ни туда, ни обратно. То, что вы считаете прошлым, еще не до конца в прошлое ушло, еще очень много интересных событий за собой повлечет. Тут еще и любовь, и счастье, и радость, и какие-то сюрпризы, и подарки. Второй момент. Действительно, этот рок изобилия вышел, когда вам нужно ни от чего не отказываться, а все брать и все принимать. И третий момент связан именно с вами и с тем, что они ваши линии дороги судьбы. Все только начинается. Не то, что вам сейчас кажется невозможным, непонятным, либо необратимым, это лишь ваша иллюзия. Такие неисповедимые дорожки выпадут в вашей судьбе, в вашей жизни, что вы еще удивитесь, и удивитесь очень сильно. У вас судьба хорошая, у вас судьба светлая. Вас судьба удивит и удивит еще не раз. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.